Богородица олицетворяет собой материнскую любовь и жертвенную заботу о человечестве. Она является небесной матерью всех людей, живущих на земле. Поэтому освящение храма Георгия Победоносца именно в этот день для православных верующих особо символично. Священнодействие уникальное совершается архиереем при множестве народа, молитвами. Я очень рад, что нерюнгринцы построили этот храм, очень рад, что храм состоялся, и тем более, что он такую несет двойную функцию и святого места, и место памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Строительство храма – это заслуга всех нерюнгринцев. Еще в год празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне епископом Зосимой здесь была заложена капсула с посланием. Спустя 5 лет святыня наконец распахнула двери прихожанам. Идея строительства этого храма родилась, наверное, не вчера и не сегодня. Фундамент был заложен, наверное, года 3 или 4 назад. Но, тем не менее, мы всеми силами старались, все люди, все горожане, мы старались этот храм осветить, построить и осветить именно в этот год. Почему? Потому что в этом году отмечается 70-летие Великой Победы в Отечественной войне. Отныне в открытом доступе будет не только чудотворная икона Георгия Победоносца, но и его мощи, доставленные из Рима. В них нерюнгринцы найдут заступника и покровителя. Теперь в освященном храме будет всегда многолюдно. Он станет для нерюнгринцев не только символом веры, но и символом памяти всех павших в бою за нашу Родину. Галина Якимчак, Кирилл Федоров, НВК «Саха-Нерюнгри».